В Севастополе прошли дни чувашской культуры. Они состоялись благодаря гранту президента России, обладателем которого стал Чувашский национальный конгресс. Главная цель проекта – рассказать о нашей истории и культуре, обычаях и традициях тем, кто сейчас живет вдали от исторической родины. Жители Поволжья со времен Екатерины II охотно заселяли крымские земли. Были среди них и чуваши. Новые волны переселения отмечены в XIX и XX веках, а наши современники, возможно, помнят, как активно помогали выпускницы Вурнарского сельхозтехникума в сборе урожая винограда в Балаклавском районе. Сегодня только в поселке Сахарная Головка компактно проживают более 60 чувашей, которые охотно говорят на родном языке. Наши девчонки приезжают сюда на практику. Зачастую они оставались здесь, после практики уже им здесь нравилось, они здесь нашли семьи, создали свои семьи, дети здесь родились уже. Уже несколько поколений наших, так скажем, чувашей уже. Третье или четвертое поколение даже получается. Большинство из нас приехало на место службы мужа, а остальные на строительство, на благоустройство Севастополя приехали. Сегодня в Крыму и Севастополе проживают более 5000 чувашей. Они стараются не только сохранять, но и развивать культуру и древние традиции предков. На полуострове активно работают 4 национальных объединения. Все они поддерживают тесные связи с малой родиной и всегда рады новым встречам с земляками. Мы вас очень любим. Приезжайте к нам почаще. Нам очень вас не хватает. Для жителей и гостей Севастополя артисты чувашской эстрады не только из нашей республики, но и Москвы и Казани подготовили праздничный концерт. Увлекательными стали и мастер-классы по чувашской вышивке и танцам. Дни чувашской культуры в рамках проекта уже прошли в Санкт-Петербурге и Тюмени, Югре и Пензенской области. В Севастополе подобную встречу провели впервые, но она, несомненно, стала яркой страничкой в истории наших регионов. Надо сказать, что чувашское общество одно из ярких и активных в нашем Севастополе. А в Севастополь богат обществами. У нас их сейчас зарегистрировано порядка 34. И всех объединяет Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя, которая в этом году отмечает как раз свои 25 лет. Минутой молчания делегация Национального конгресса и представители чувашских национально-культурных обществ Крыма почтили память павших на мемориале героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Общая память, история и культура давно и крепко связала народы России. Чувашское общество в Севастополе было создано 14 лет назад. За это время здесь появился свой вокальный коллектив «Туслах». Проходят тематические вечера и традиционные праздники. А в следующем году крымские чуваши планируют приехать в Чебоксары на празднование Акадуя.